Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Экология и здоровье человека на севере. Масштабный конгресс ученых стартовал в регионе. Какие темы обсуждают? Лидеры Нюрбы в Нюрбинском районе проводят кадровый конкурс. Лучшие участники получат гранты на обучение. Знаменательный день для железных дорог Якутии. Ровно 10 лет прошло со дня укладки золотого звена Амуро-Якутской магистрали. Напряженной остается эпидобстановка в регионе. Еще 284 человека заразились ковидом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 137. В Алданском районе 16, в Нерюнгринском 14, в Мернинском и Хангаласском по 12. В Усть-Алданском районе 10 случаев заболевания. В Мегино-Кангаласском районе 9, в Ленском и Нюрбинском по 7. В остальных районах от 1 до 6 заражений. Лаборатории республики исследовали за сутки почти 2500 проб на коронавирус. По данным медицинских организаций, в тяжелом состоянии находятся 140 человек. На искусственной вентиляции легких 37 пациентов. Вместе с тем оперативный штаб отмечает рост темпов вакцинации в Якутии. Уважаемые наше старшее поколение, на сегодняшний день вакцинация – это одна из самых эффективных мер профилактики заболевания и способ избежать тяжелого течения в случае заражения. Хочется отметить, что в течение нескольких последних недель увеличились темпы вакцинации, а это свидетельствует о том, что все-таки наше население очень серьезно относится к своему здоровью и понимает ту значимость иммунизации, которая может прервать цепочку заражения. И мы должны с вами, дорогие друзья, достичь 80% коллективного иммунитета. 12-й национальный конгресс «Экология и здоровье человека на севере» стартовал в Якутске. На базе мединститута СВФУ обсудят актуальные вопросы развития медицины. Мероприятия пройдут на площадках университета, а также в медучреждениях. Запланировано более 50 различных семинаров, научных лекций, практических занятий и конференций. Всю неделю ученые, именитые и молодые будут обмениваться опытом и знаниями в сфере медицины. Коснется это и инфекционных заболеваний, и лечения других сложных и редких болезней. Не обойдут стороной и вопросы пандемии. Конгресс проводят в очно-заочном формате. В режиме онлайн участвуют специалисты из США, Японии, Норвегии, Казахстана, Канады и регионов России. В планах участия более 1500 человек. В рамках этого конгресса в течение нескольких дней будут обсуждаться различные грани медицинской науки, подготовки кадров. Ну и в плане работы именно в частности хирургии, пандемии, эпидемиологии и так далее, в широком плане в рамках данного мероприятия обычно обсуждают. Ну, надеемся, что работа будет очень плодотворной. И, надеюсь, получим хороший результат в рамках данного мероприятия. Второй год в Нюрбинском районе работает программа «Подготовка кадров». По этой программе молодые специалисты учатся в передовых вузах нашей страны, проходят стажировки и повышают квалификацию. Проводят и кадровый конкурс «Лидеры Нюрбы». В этом году проект получил поддержку грантов главы республики и фонда президентских грантов. Участники конкурса не только показывают свои управленческие навыки, но и учатся работать в команде. Всего 10 команд, по 5 человек в каждой. В конце года 20 победителей получат гранты на обучение в лучших образовательных учреждениях, а 5 лучших социальных проектов получат гранты на сумму 100 тысяч рублей. По итогам конкурса «Лидеры Нюрбы» у нас будет 20 победителей, которые включат в кадровый резерв Нюрбинского района, и они могут выбрать любое учебное заведение. И 5 команд получат 100 тысяч рублей на реализацию проектов. У нас всего 50 участников и 10 команд. Лестница к успеху может быть разной. С уверенностью можно сказать, что ребята, выбравшие учебу в Роснефть-классах, поднимаются по одному из самых надежных вариантов. Это вновь доказал корпоративный тренинг «Лестница к успеху». Подробности в материале Надежды Саханской.
Лестница к успеху – это двухдневный марафон, в котором шаг за шагом происходит много преобразований и изменений. Коллектив одноклассников становится настоящей командой, а самые обычные школьники превращаются в будущих профессионалов, которые сформулировали для себя жизненные и карьерные перспективы, составили свой собственный план личностного развития и достижения профессиональных побед. Каждый этап, он очень разный. Вот сейчас мы работали по станциям. Следующий мы будем делать макеты. У нас в плане еще экономическая игра. Далее у нас большой проект по представлению команды, который называется «Команда мечты». Нюансы нефтяного маршрута. От геологоразведки и добычи сырья до его транспортировки и сбыта. Старшеклассники узнавали об этом в игровой форме. Нашей команде по базе 1 досталась тема технологий и инноваций. Мы с командой нашли основные методы геологоразведки, что изменилось со временем, что стало более востребовано, как те же IT-технологии, благодаря которым мы смогли систематизировать эти самые способы геологоразведки. Отметим, это первый в Якутске Роснефть-класс. Он основан на базе Республиканского лицея-интерната. А преодолевать препятствия в виде лестницы – задача непростая. Особенно учитывая, что ты в этом деле первый. И мы надеемся, что наши ребята из первого в Якутске Роснефть-класса также взберутся по этой лестнице и пройдут всю систему непрерывного образования, школа, вуз, предприятие. Однако это не единственный Роснефть-класс в нашей республике. Напомним, что по лестнице успеха сейчас также продвигаются ученики в Ленске и Мирном. Игры и тренинги на командообразование, знакомство с компанией, профориентация и творческие конкурсы. Все это позволяет за 2 ярких и насыщенных открытиями дня достичь невероятных результатов. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. 14 детских садов на 1700 мест введут в республике до конца года. 10 из них построят в сельской местности. Как отметил глава региона Айсен Николаев, строительство объектов образования – одна из приоритетных задач для республики. Ее реализация стала возможной благодаря поддержке федерального центра, институтов развития, привлечения внебюджетных средств. В текущем году строительство 8 объектов дошкольного образования на 1155 мест введут за счет федеральной субсидии и нацпроекта «Демография». 2 детских сада в Вилюйском и Хангаласском районах введут по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На железнодорожной станции Нижний Бестяк сегодня торжественно открыли памятную доску, посвященную десятилетию со дня укладки золотого звена Амуро-Якутской магистрали. Подробности в материале Ульяны Шагин. Ровно 10 лет назад, 15 ноября 2011 года, укладка золотого звена на станции Нижний Бестяк стала завершающим событием важнейшего исторического события – этапа строительства Амуро-Якутской магистрали. В значимом событии не только для Якутии, но и для всей России принял участие тогда еще президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Всем поколениям строителей, всем, кто начинал этот путь, всем, кто в трудных условиях, в условиях вечной мерзлоты, в условиях сложного климата нашего российского, довел эту работу до конца. Дорога строилась долго, в тяжелейших климатических условиях. Амуро-Якутская железнодорожная магистраль – это линия от станции Транссиба-Сковородино до Нижнего Бестяка протяженностью 1239 километров. История начала строительства ведет еще в 50-е годы прошлого столетия. До Нерингри магистраль дошла только в 1985 году, а в 1994-м ею стали пользоваться и алданские пассажиры. Большой путь, который проходил, как говорится, с 1985 года, подтверждает то, что железная дорога, которую клали поколениями, оно пришло именно на территории Нижнего Бестяка. В Нижнем Бестяке железнодорожный вокзал был открыт в 2013 году. Через год, в 2014, введен во временную эксплуатацию грузовой участок. И только в 2019 он наконец-то стал пассажирским. Эта станция не станет конечной целью, ведь Аям должен соединиться с Магаданом. Руководство страны, руководство республики дальше намерено развивать железную дорогу. Сегодня уже заложена программа прохождения железной дороги до Магадана. И, безусловно, дорога в Магадан
обязательно будет проходить через территорию нашей республики. На строительстве золотого звена АЯМ активное участие принимали и бойцы студенческих отрядов не только из Якутии, со всех уголков России. Дополнительные силы привлекались в связи с интенсивностью строительства и большими объемами работ. В далеком 2005 году мы начали работу с корпорацией «Трансрол Восток». И в течение длительного периода наши более 1500 бойцов студенческих отрядов трудились на этих объектах. Мы очень горды, что объект развивается, что местные кадры принимали участие и принимают участие в работе железной дороги. Памятная доска на стене железнодорожного вокзала в Нижнем Бестяхе теперь будет напоминать пассажирам о дате завершения укладки золотого звена железнодорожной линии Беркакет-Тамор-Якутск. Ульяна Шагина, Анатолий Гоголев, Нижний Бестях, Якутск. Идем далее. По маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют суда на воздушных подушках, так называемые хивусы, а также аэроботы. Учитывая, что погодные условия в республике наконец стабилизировались, изменился и маршрут движения межсезонной переправы. Теперь стоимость проезда на воздушной подушке по маршруту Нижний Бестях-Якутск снизилась до 2000 рублей. Отметим, что завтра ожидается дальнейшее снижение цены до 1500 за проезд человека. Педагоги Амгинской средней школы номер 1 выпустили книгу «Нескучная литература». Издание составили учителя русского языка и литературы в рамках 7-го устного фестиваля «Дети и книга». Мероприятие посвятили 200-летию русского писателя Николая Некрасова. В книгу вошли 500 оригинальных вопросов на 12 произведений писателей-классиков. 500 серьезных и забавных вопросов для тех, кто любит читать и запоминает множество подробностей. Новое издание полезно на уроках, тематических викторинах, интеллектуальных играх. В дальнейшем планируют выпустить еще 2 подобных проекта. Книга раскрывает содержание именно произведений русских писателей 18 и 20 веков. Каждому, например, да, кто обращается к этому сборнику, можно сказать, да, вопросов, значит, будет не скучно совершенно. Да, вот видите, они будут заняты именно теми моментами, да, которые встречаются именно в литературных произведениях классической литературы. Введение QR-кодов в Якутии эту тему не обсуждают только ленивые. Приведут ли введенные антиковидные меры к привычной жизни? Противоречат ли они Конституции региона и страны? Действительно ли нарушают права человека посредством деления на привитых и непривитых? Ответы на все эти вопросы вы найдете в новом ток-шоу «Якутия Лайв. За и против». Не пропустите острые дебаты с гостями программы сегодня в 19:15 на телеканале «Якутия-24». К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.